Джингл беллс. Елочку мы украсили, вовсю новогоднее настроение. Маша, вернись на землю, у нас Вуван. Ой, привет. Вокруг все так красиво, хочется отдыхать и смотреть новогодние фильмы. Но, увы, пока у нас учеба, зачетная неделя и, конечно, практика. Хотя, ничего страшного, осталось совсем чуть-чуть. А пока мы, как всегда, готовы делиться с вами интересными новостями. Присаживайтесь поудобнее, меня зовут Мария Торопова, и мы начинаем. В этом выпуске в Музее истории и просвещения Коми-края открылась выставка к юбилею Льва и Рыжака. Образовательный проект «Студенческие наставники и тьюторы» вновь собрал активистов нашего университета. Как выглядеть привлекательно? В СГУ прошел мастер-класс «Имидж молодого специалиста» от Сергея Юрчака. Интервью с победительницей регионального этапа школы межэтнической журналистики и студенткой нашего университета Марией Дымовой. А вы знаете о существовании в нашем университете Музея истории и просвещения Коми-края? Если нет, то вам точно нужно туда сходить. В нем регулярно устраивают различные выставки с интересными экспонатами. Одна из таких выставок открылась на этой неделе. Она посвящена юбилею доктора биологических наук Льва Исаковича Рыжака, которому в начале декабря исполнилось 90 лет. Более подробно расскажет Олег Хохлов. Лев Исакович Рыжак – заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Коми, почетный работник высшего профессионального образования России и действительный член Российской академии естествознания. С 1973 года и по сегодняшний день работает профессором Сыктывкарского университета. Ученый известен своими трудами по физиологии дыхательной системы и системы крови, исследованиями молекулярных и клеточных основ нормальных и патологических состояний организма. Лев Исакович – это необычайный человек, это глыба и в человеческом отношении, и в научном плане. Для нас он был всегда примером и как преподаватель, и как научный работник. Несмотря на свой возраст, Лев Исакович внес большой вклад в подготовку выставки. Церемония открытия началась с чествования юбиляра. Поздравить профессора пришли сотрудники университета, а также его друзья и коллеги. После пожеланий и вручения подарков директор музея Елена Патова провела для гостей знакомство с выставкой. На ней участники смогли познакомиться со всеми значимыми этапами жизни Льва Исаковича. Но цель проведения, наверное, это показать творческий жизненный путь ученого, в назидание, наверное, не только старшему поколению, но и для молодежи. Показать, что наука всегда в разные времена и в разные эпохи представляет интерес. После проведения торжественной части мероприятие продолжилось в профессорской гостиной за кружечкой чая и обсуждением истории из жизни профессора. Выставка же продлится до середины января. Олег Хохлов, Полина Холодова специально для ВУНа. Вы помните, что в прошлые выходные члены нашей команды уезжали в Ильград? Так вот, с 10 по 12 декабря на базе «Олимпиец» прошел образовательный проект «Студенческие наставники и тьюторы». Действующие и будущие тьюторы не только пополнили копилку знаний, но и обрели новые знакомства и отдохнули перед сессией. Все подробности смотрите в сюжете Валерии Голубевой. Проект «Студенческие наставники и тьюторы» реализуется уже в 3-й раз. В этом году участие приняли около 100 студентов из ГУ имени Петерима Сорокина. Цель форума – развитие системы наставничества и тьюторства, а также получение участниками новых знаний и обмен опытом. Нас ждет обширная образовательная программа двух уровней. Для опытных тьюторов, которые в этом году тьюторы, они будут получать больше какие-то личные для себя аспекты прокачивать. Те же, кто первый раз и только знакомится с тьюторством и наставничеством, они будут осваивать азы этих двух направлений. С образовательными программами студентов знакомили эксперты Ассоциации тренеров Российского союза молодежи. По их словам, задача данных интенсивов – помочь ребятам самоопределиться, разобраться в своих возможностях и стать чуточку сильнее в разработке будущих обучающих программ. Они должны не только уметь наставлять, но и должны уметь разрабатывать такие программы и обучения, которые позволят другим наставникам в дальнейшем становиться лучше. Поэтому мы сейчас с наставниками как раз пробуем делать что-то новое, интересное, классное, чтобы они могли в дальнейшем это передать своим студентам. В течение всех дней участников сопровождали кураторы. Они помогали ребятам получше узнать друг друга, а также проводили различные развлекательные мероприятия. Студенты играли в настольные игры, свою игру, занимались нейрографикой, смотрели мультфильмы, танцевали и пели песни. Для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя.
Мне очень понравилось данное мероприятие, потому что мы смогли познакомиться с другими студентами других институтов. Ведь мы даже хоть и в одном университете, но не знали друг друга. Также мне понравилось то, что проводились образовательные программы, где мы смогли что-то новое для себя подчеркнуть, что-то узнать, а где-то просто-напросто себе напомнить. Завершился форум церемонией закрытия и запуском бумажных самолетов. Валерия Голубева, Полина Холодова, Олег Хохлов, Владислав Копылов специально для Вувна. Быть привлекательным или харизматичным? Вот в чем вопрос. Так, к чему это мы? 15 декабря в главном корпусе университета состоялся мастер-класс «Имидж молодого специалиста». Спикером выступил Сергей Юрчак, профессиональный визажист, стилист и специалист по личному имиджу. Остальное в сюжете Богданы Акопян. Мастер-класс «Имидж молодого специалиста» прошел в рамках карьерного марафона. Это ежегодный проект, в который входят встречи с работодателями, дни карьеры в институтах, различные мастер-классы и тренинги. Организатор мероприятия – Центр развития карьеры СГУ имени Петерима Сорокина. Цель проекта – подготовить студентов к будущему успешному трудоустройству. В рамках карьерного марафона мы проводим мероприятия по написанию резюме, по прохождению собеседований, по навыкам публичных выступлений, по тому, как нужно вести себя с работодателем и преподнести себя. По словам спикера Сергея Юрчака, цель мастер-класса – показать молодым специалистам необходимость выбора своего индивидуального имиджа. Также стилист отметил, что очень важно подобрать для себя правильный образ, который будет близок по духу и соответствовать окружающей среде. 80% информации воспринимается глазами, и все остальное, то, что мы говорим, это всего лишь 10%. Поэтому важно выглядеть опрятно и быть уверенным в своем внешнем виде, когда мы что-то хотим рассказать, где-то выступить, потому что не должно ничего отвлекать вас от того, что вы хотите донести. В рамках мастер-класса Сергей Юрчак раскрыл такие темы, как имидж молодого специалиста и стиль в одежде, деловой макияж и прическа, повседневный уход за кожей и волосами. Также одна из участниц мастер-класса получила приятный бонус – макияж визажиста. Девушка вызвалась стать так называемой моделью и помочь Сергею наглядно показать свои бьюти-умения. Мне в целом мастер-класс очень понравился, я получила много полезной информации из разных направлений и в качестве бонуса получила макияж дневной и вечерний. Следующие мероприятия карьерного марафона пройдут уже в новом семестре. Подробную информацию о дате и месте проведения смотрите на официальном сайте университета. Богдана Акопян, Виктория Аканева, Андрей Мишарин специально для Вувна. Ежегодно студенты Института гуманитарных наук участвуют в межрегиональном образовательном проекте «Школа межэтнической журналистики». Этот раз не стал исключением. Мария Дымова, студентка первого курса направления журналистики, стала победительницей регионального этапа школы. Недавно она вернулась с отчетной конференции кураторов и лучших выпускников и согласилась дать нам интервью. В нем мы поговорили о цене победы, финальных мероприятиях и общих впечатлениях от поездки. Школа межэтнической журналистики – это проект гильдии межэтнической журналистики, который направлен на то, чтобы образовывать молодых журналистов, студентов, журналистов и тех, кто уже работает в сфере медиа со стороны этнической. Вообще, изначально я увидела новость на Коми-информе, что проводится набор в школу межэтнической журналистики. Меня это сразу заинтересовало, но я все как-то откладывала написание письма мотивационного для того, чтобы туда попасть. А потом к нам на пару пришла куратор Полина Романова и рассказала про эту школу межэтнической журналистики еще раз. И я решила, что да, для повышения своих каких-то профессиональных навыков все-таки стоит туда сходить. Конкурс заключался в том, что мы писали материалы в течение школы, это 2–2,5 месяца, и потом кураторы сами выбирали из всех учеников школы те материалы и тех студентов, у которых были более качественные и более интересные работы. Ну, у меня было несколько материалов, это 2 видео, у нас было 2 этноэкспедиции, одна в Иб,
в этнопарк. И вторая по 3 селам — это Пезмик, Аджиром и Карткирос. И вот 2 видео посвящены этноэкспедициям. Также у меня была новостная заметка о встрече студентов с Генрихом Немчиновым, это этноблогер из нашей республики. Он рассказывал нам о своем канале, о своих видео, как вообще проходит вся работа, монтаж, подготовка и прочее. Еще был материал о нашем посещении Коми Биеннале. И я поговорила со своей знакомой, которая сейчас живет в Италии, и составила как бы такой перечень того, что нужно знать ребятам, если они захотят поехать в Италию. Я не знаю, какие были критерии оценивания у кураторов, но, возможно, у меня достаточно большое количество материалов. То есть кто-то, например, что-то вообще не написал ни одной работы, у кого-то 1, 2, у меня вот их, допустим, 5. И видеоформат, он всегда более энергозатратный и более интересный для зрителя, потому что сейчас мало кто вообще, в принципе, читает какие-то длинные статьи, и, возможно, это сыграло какую-то роль. Она состояла из 2 частей. Первая — это у нас была в Москве, а вторая — в Костроме. В Москве у нас было больше мастер-классов от кураторов, от президента гильдии межэтнической журналистики и медиафорум этнических и региональных СМИ. А вот в Костроме у нас уже была такая более подвижная программа. Мы ездили на разные экскурсии, попали в дом к Снегурочке, сходили на лосеферму. В общем, такая больше развлекательная. Президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Арвитовна Лянги, она проводила мастер-класс по ТикТоку. Ей 55 лет, и она рассказывала о том, как она вообще вошла в ТикТок, что она там рассказывает, как она набирает аудиторию, и что не стоит вообще на самом деле этого бояться, не все так страшно. А еще проводили мастер-классы кураторы разных школ, в том числе Сыктывкарской, рассказывали о том, как составлять вкусные новости, из чего они состоят, что важно упомянуть, чтобы люди дочитали, люди посмотрели. Куратор Барнаульской межэтнической школы у них тоже рассказывал про новости, но немножко с другой стороны, чего не стоит делать в новостях. Это очень увлекательно, я даже не думала, что мне это настолько понравится, но все вот эти экскурсии, мы вот съездили в этноэкспедицию по деревням, сходили в библиотеку деревенскую, которая еще отапливается печью, побыли у коми-мастерицы, и ты вот проникаешься во всю эту атмосферу, как бы свою родную атмосферу, потому что мы живем в республике, мы даже не понимаем, что у нас здесь есть, какая она у нас ценная на самом деле, и вот этим все проникаешься, и какой-то уют. Творите. Как говорил наш куратор Полина Романова, у нас все по любви, то есть не надо выдавливать, может быть, что-то из себя. В этой школе всегда можно найти какую-то тему для себя интересную. Вот и все. Все новости мы вам рассказали и показали. Пора и честь знать. Готовьтесь к зачетам, выполняйте задания и не забывайте оставлять комментарии под нашим выпуском. А если у вас будут интересные новости, обязательно пишите нам. Пока-пока!